la shabet, havis fakul atsoch dabu bidu zanecha, sham таялак заnecha шахтас. Добрый день, дорогие коллеги. Мы очень рады видеть вас. Приветствуем. И думаем, что ваше участие для нас это серьезное подспорье для того, чтобы продолжить нашу работу по аналитике тех всех процессов, которые происходят в нашем обществе. И я хотел бы обратить ваше внимание не столько на значимость темы, которую мы предлагаем вашему вниманию. Для нас, как мне представляется, более важно сначала разобраться обстоятельно в самой демографической ситуации, сложившейся в обществе, а затем на основе полученных результатов определить практические действия, направленные на решение накопившихся здесь проблем. Сегодня приглашены в первую очередь, конечно же, ученые, представители АГУ, АБИГИ, ЦСИ, Академии наук Абхазии. Приглашены представители органов власти и управления. Были приглашены депутаты 6-7 созывов, ну, пока нет, наверное, они задерживаются, представители бизнес-сообщества, предприниматели. Не случайно мы тоже собрали такой круг специалистов, потому что мы хотим, чтобы наша беседа прошла в профессиональном русле прежде всего, чтобы полученные нами материалы и тот аналитический отчет, который мы представили в администрацию президента, чтобы они были таким образом апробированы на этой профессиональной площадке. Ну и постараемся выйти на какую-то траекторию. Возможно, мы обозначим какие-то пути решения, хотя, конечно, сегодня однозначно решить эту проблему невозможно. О состоянии национальной экономики Абхазии за 17 и 21 года. Важнейшим компонентом национальной безопасности государства, конечно, выступает демографическая безопасность общества, как ответственность за процесс воспроизводства населения страны как в количественных, так и в качественных показателях. Демографическая безопасность представляет собой способность социальной системы безопасно и стабильно функционировать на основе воспроизводства населения как процесса непрерывного возобновления его численности и структуры через смену поколений. Это определение, базирующееся на системном подходе, наиболее адекватно, на наш взгляд, отражает специфику национальной безопасности как целостной системы, в которой безопасное развитие каждого из сегментов детерминировано остальными системными элементами. Демографическая система общества выступает одной из важнейших составляющих социальной системы, отражая происходящие в ней изменения на уровне экономического, политического и социокультурного развития. Жизнеспособность любого общества, народа и государства обусловлена его численным составом, структурой, качеством населения, характером семейной организации, уровнем социального здоровья, параметрами продолжительности жизни, доминирующей модели семейно-брачных отношений. На слайде вам представлены статистические показатели, характеризующие серьезные демографические проблемы современной Абхазии. Численность родившихся в 2021 году меньше на 601 человека, чем в 2017 году. Количество умерших возросло за этот период на 523 человека. Число браков за этот же период сократилось на 255 единиц, а разводов, наоборот, увеличилось на 23 единицы. С 2011 по 2021 год численность наличного населения нашей республики увеличилась всего на 3531 человека. При этом доля абхазов в структуре населения составляет чуть более половины, 51%. Если посмотреть, то численность абхазов за 10 лет увеличилась на 3259 человек. Между тем,
если сравнивать изменения, происходящие за 10 лет в период с 79 по 89 год, то прирост абхазов составил за этот период 10 тысяч человек. Конечно, тут необходимо отметить, что на демографическое развитие нашей республики в третьем десятилетии 21 века значительное влияние оказывает та демографическая волна, которая сформировалась во второй половине 90-х годов как следствие невосполнимых потерь 92-93 годов. Таким образом, необходимо отметить, что к основным демографическим проблемам нашей республики можно отнести следующее. Это сокращение численности населения, вы можете это видеть на слайде, высокие показатели смертности и низкие показатели рождаемости, неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей пенсионного возраста и, как следствие, возрастание нагрузки на занятых в экономике, низкая продолжительность жизни мужчин и, как следствие, деформация половой структуры населения, ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также рост численности мигрантов и нерегулируемые теневые миграционные процессы. Какие же выводы можно сделать из вышеизложенного? Что в итоге нас ожидает? На следующем слайде мы можем увидеть, что снижение численности трудоспособных вместе со старением приведет к замедлению роста ВВП. То есть отсутствие притока новой молодой рабочей силы затруднит инвестиции в новое производство. Вследствие роста доли населения старше трудоспособного возраста увеличатся расходы на социальное, пенсионное и медицинское обслуживание. И при таких низких показателях демографического развития невозможно сохранить статус независимого государства, обеспечить национальную безопасность и обороноспособность страны. В стратегии, которая разрабатывалась Центром стратегических исследований при президенте еще в 2015 году, был предусмотрен ряд мер, направленных на решение проблем воспроизводства демографического потенциала республики. И на следующем слайде вы можете видеть эти составляющие. Что предлагалось? Это подготовка и реализация концепции демографической политики Республики Абхазия, концепции миграционной политики, разработка и принятие государственной программы стимулирования возвращения соотечественных на родину, развитие здравоохранения, охрана здоровья матери и ребенка, разработка и реализация национального проекта «Трехдетная семья», программа обеспечения жильем многодетных семей, строительство жилья эконом-класса, а также совершенствование нормативно-правовой базы Республики Абхазия в сфере занятости. Там же, в этом же документе, были представлены различного рода организационно-управленческие, кадровые, финансовые механизмы, которые систематизированы были по решениям основных задач демографической политики, то есть повышение уровня рождаемости, сокращение уровня смертности, прежде всего лиц в трудоспособном возрасте, снижение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, укрепление в общем здоровья населения и создание условий для ведения здорового образа жизни, улучшение миграционной ситуации в соответствии с потребностями социально-экономического развития. Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в Абхазии свидетельствует о наличии серьезных угроз, ликвидация которых является одним из важнейших условий обеспечения национальной безопасности страны. И адекватная национальным интересам социально-демографическая политика, направленная на преодоление депопуляции, может стать важным условием развития национальной экономики. А достижение цели демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, интенсивное развитие человеческого потенциала и создание эффективной социальной инфраструктуры. Это здравоохранение, образование, социальная защита населения. Я сейчас слушал доклад и данные, статистические данные о рождаемости, ну, они у нас чуть расходятся. Так как, да, вот, например, предыдущий слайд, который был о рождаемости за 2017 год, ну, там чуть существенная разница есть. У нас вообще по целой в республике проблематика составляет в сборе статистических данных. То есть вот по нашим данным, ну, прежде чем перейду до данных, чуть хронологию скажу. В 2020 году Министерство соцобеспечения была делегирована демографическая политика. После чего
шестым созывом парламента была создана рабочая группа по разработке законопроекта о демографии. В первом чтении шестым созывом оно было принято. Мы теперь, как министерство, в ожидании принять его в окончательном чтении. Это первый этап. Данный законопроект подразумевал и программные мероприятия по развитию демографии в целом в республике. После чего министерство приступило к сборам статистических данных, то есть это о том, чтобы понять, какой метод решения данных проблем необходим, надо собрать все данные по республике, в том числе и рождаемости, смертности, причины. И вот в 2017 году здесь указано 1711 родившихся. Вот на сегодняшний день министерством собранные данные показывают о 2050 семей, то есть 2050 детей родившихся. Вот почему у нас статистические данные расходятся, я вам сейчас попробую рассказать хронологию. То есть мы собирали данные с органов, значит, госстатистики, Министерства здравоохранения, органов ЗАГСа, а также с Фонда социального страхования. И вот если брать, например, статистику за 2017 год, то, что здесь приведено, да, так, вот, например, в органе ЗАГСа зарегистрировано 1910, Министерство здравоохранения зарегистрировано 1874, в госстатистике 1711, а в Фонде социального страхования на выплаты, которые семьи обратились за единовременную выплату, 2050 семей. 2050 семей. И если дальше вот до 2022 года смотреть хронологию, то все те учреждения, которые несут ответственность за регистрацию рождаемости, все данные, они расходятся, и для нас это существенно, когда есть разница в 200-300 рождаемости. Это я говорю о тех, именно которые зарегистрированы и родившись на территории Республики Абхазия. Но так как есть такой фактор, что имея российское гражданство, соцпакет Российской Федерации, оно намного превышает в разы выплат, которые предусмотрены в Республике Абхазия. У нас зачастую данную цифру можно почти чуть ли не умножить на в два раза, потому что у нас в основном по динамике, которую мы сегодня видим, наши семьи выезжают и дети, то есть, рождаются в Российской Федерации. Это один момент. После того, как, значит, программа демографического развития была делегирована также министерству, то мы также ведем статистику по рождаемости за третьего и последующего ребенка. То есть по той динамике, значит, которая у нас сегодня прослеживается, это с 2021 года, на сегодняшний день, на 2023 год, на первый квартал, значит, на первое полугодие родившихся составляет 1020 детей, то есть это трое и более. Но в этом году были внесены определенные изменения в данную программу о выплате за второго ребенка, по рождаемости второго ребенка. И на первый квартал только обратившись около 50 заявлений, то есть это 50 детей, то есть родились только в первом квартале, это за второго ребенка. То есть сегодня сказать о том, что в целом в стране, то есть рождаемость, она находится на каком-то критическом уровне, в принципе, пока нам говорить об этом тяжело, так как данные, сборами, которыми мы занимаемся сегодня, показывают динамику, в принципе, при поддержке определенных социальных пакетов, то возможно и улучшение, конечно. Говорить сегодня о каких-то пути решениях, в первую очередь надо принять закон о демографии. Он необходим для регулирования остальных процессов, связанных с данной проблемой. Проблема на самом деле актуальная до сих пор, много лет мы обсуждаем этот вопрос. Я в том числе хочу сказать, что несмотря на разные цифры, возможно, может быть, даже если, допустим, динамика не отрицательная или там не слабо отрицательная, но во всяком случае, как минимум, она не та, на которой нам хотелось бы рассчитывать, скажем так. Хотелось бы, чтобы было лучше.
все мы прекрасно это понимаем, даже если рождаемость чуть выше, чем, допустим, даже те цифры, которые были предоставлены. Естественно, хочется об этом говорить. Какая составляющая часть, какова компонента здесь системы здравоохранения? Система здравоохранения, она отвечает за доступную и качественную медицинскую помощь, насколько это возможно в наших силах с теми ресурсами, которые у нас имеются. Мы пытаемся делать акцент на профилактику. Это касается и диспансеризации, в частности, и детского населения, диспансеризация женщин на этапе женских поликлиник, женских консультаций имеется в виду. Вот, то есть много какой работы выполняется, просто регламент не позволяет сейчас обо всем говорить, но тем не менее динамика есть, она налицо. Мы во всяком случае, по тем данным, которые у нас есть, да, ситуация, она сдвинулась с места, есть положительные результаты. Что касается именно вопросов смертности, ну, тут все мы понимаем, что это все наложилось на, к сожалению, не очень хорошие данные, которые у нас получились после пандемии ковида. До сих пор мы пожинаем эти результаты, потому что спрогнозировать, каковы будут осложнения в дальнейшем, было очень сложно. В том числе и часть смертей наложилась и, собственно говоря, на эту картину с учетом этого заболевания. Очень много сейчас есть жалоб и пациентов, в разы усилилось с сердечно-сосудистой патологией, а точнее с проблемами сосудов, особенно периферических. Вот, поэтому это приводит иногда к внезапным смертям, да, тромбоэмболии и так далее, в том числе и в молодом возрасте. Вот. Во всем мире сейчас пока это остается проблемой, проводятся профилактические мероприятия, то есть это и в пожилом возрасте, и на уровне поликлиник. Мы просим и рекомендуем участковым врачей более тщательно, значит, обращать внимание на жалобы в данном случае. Вот. Поэтому и профилактика, и ее методы, они будут нами корректироваться в этом плане. То есть со стороны системы здравоохранения теми ресурсами, конечно, хотелось бы, чтобы этих ресурсов было больше, как всегда, для того, чтобы создать необходимые центры для профилактики, такие как и по сердечно-сосудистой хирургии, в том числе там, и коронарография, и стентирование. Даже несмотря на там, кажущуюся, может быть, экономическую выгоду или невыгоду, не имеет значения, но в планах в любом случае есть создание вот таких именно узловых центров, значимых для нашей республики, вот, для того, чтобы все то, что должно делаться быстро в рамках золотого часа, с учетом того, что от этого человек может погибнуть, чтобы это все делалось на месте, все это в планах есть. Что касается непосредственно самой демографии с точки зрения врача, конечно, да, профилактика и пропаганда здорового образа жизни, она никем не отменяется. Понятно, что человек должен, в том числе и что касается просвещенности самого человека, он должен понимать в 21 веке, что есть уже доступные и простые способы, каким образом он должен влиять на свое здоровье и следить за ним для того, чтобы средняя продолжительность жизни была высокая. Все это должно быть, но компонента именно мотивации человека в смысле социально-экономическом, она все-таки продолжает оставаться очень важной. Вот. И много раз мы об этом говорили, что одной из самых главных мотиваций для того, чтобы и факторов для того, чтобы демографическая политика и вообще ситуация сдвинулась с места, то это в частности то, что женщина, которая планирует иметь детей, подчеркиваю, именно женщина, вот, она должна иметь уверенность в том, что детей, которых она родит, она сможет доступным ей способом одеть,
обуть, прокормить, и они должны быть здоровы. Вот эти вот вещи, если в любой стране мира это так, то есть если женщина будет смотивирована это, демографическая ситуация, она сдвинется с места. Это одно из основных базовых вещей, что касается именно демографии. Несмотря на такие вот неутешительные цифры, хочу вам сказать, я согласна с предыдущими ораторами, что статистические данные в этом случае, они недостоверны совершенно. Мы с этим сталкиваемся постоянно, потому что люди, которые получили родоразрешение вот на юге России, чаще всего в Сочи, во-первых, это люди, которые имеют возможность себе это позволить. Это самые обеспеченные люди из нашего вот общества, могут себе позволить поехать, находиться там, устроить себе предродовый отдых на хорошем курорте в ожидании родов. Чтобы вы понимали, что люди, у которых есть проблемы материального плана, и люди, у которых есть проблемы физического плана, проблемы со здоровьем, они не могут себе позволить такой вояж. Поэтому вы должны понимать, что туда уезжает большое количество нашего населения. Это стало модным после ковида. Уезжает, наверное, 30% нашего населения, в основном абхазской национальности. Это стало модным, это стало престижным, не побоюсь этого вот слова. И многие уезжают для того, чтобы, позволяют себе такую роскошь, скажем так. Ну вот на этом мы теряем большое количество статистических данных, потому что надо отдать должное нашим коллегам, все там борются за каждую роженицу, за каждую, в отличие от нас. Мы, в принципе, никаких преференций не можем предоставить своим роженицам. То есть пришла, родила, спасибо. Не пришла, я тоже, мы ничего не можем сделать для того, чтобы вернуть женщину в наше лоно. К сожалению, там же борются за каждую женщину. Ей предлагается замечательный социальный пакет, замечательный в сравнении с нами. Ей предлагается оформление всевозможной документации на территории родильного дома. То есть по вашему желанию к вам приедут, вас оформят, выпишут вам все документы, начнут процедуру оформления социального пакета там же на месте. Почему это происходит? Я очень активно пыталась выяснить для себя вообще ситуацию, почему так происходит. Вот, находясь в Кулаковском центре, это головной центр Российской Федерации по родовспоможению, я занималась изучением этого вопроса. На 30% уменьшилось количество родов. Значит, как только уменьшается количество родов, вот на 30% уменьшилось количество родов, вот в этом отдельно взятом центре, значит, на 30% уменьшается финансирование этого учреждения. Так по всей России, так в московском этом центральном головном учреждении и так в каждом учреждении Российской Федерации. То есть каждое учреждение заинтересовано материально в том, чтобы у них количество родов было больше. Уже не говорю о персонале и так далее. Каждое учреждение, потому что вот на сколько процентов падает рождаемость, на столько процентов у них снижается финансирование. Финансирование зависит у них от статистики, от количества родов. Вот и считайте, они борются за каждую нашу женщину. Используются все технологии, то есть они их привлекают и социальным пакетом, и облегчают им всякого рода оформления, и предлагают им всякого рода услуги и так далее и тому подобное. Вот вам, то есть что хочу сказать. Я так думаю, выяснить количество родивших там женщин наших стало практически невозможно, получить истинную картину. И мы теряем 300, 400, 500 человек в год. Я уже не говорю о тех, которые в Грузии рождаются, но это по необходимости. Вот знаете, есть такие нозологии, которые нам надо в день родов перевести.
специализированные учреждения, где проводятся тяжелейшие операции на сердце в те же сутки, которые они родились. Так быстро мы можем перевести только в Грузию. Они забирают тоже с удовольствием. Тех детей уже, как они там оформляют, вы сами знаете, да? Но я, например, за то, что вот этих детей, которые нам пришлось перевести в Грузию и которым там выданы были документы, я за то, чтобы когда эти дети возвращаются, им здесь были выданы документы, несмотря на то, что справку о рождении они не привозят. Справку о рождении ребенка роддомовскую у них там изымают. На основании этой справки им дают документ грузинского образца, я так думаю. Вот. И уже вот они приходят ко мне и говорят: да, мы не хотим грузинское, дайте нам вашу справку, мы хотим здесь оформить. Я как могу оформить ребенка, если он не родился в нашем роддоме, и у меня нет никакого документа о его рождении? Вот этим вопросом тоже надо заняться. Я хочу сказать, что 2000 родов у нас было все эти годы, ну вот позапрошлый год, там до пандемии, во время пандемии у нас было до 2000 родов, да, но вот сейчас вот это резкое снижение родов, да, катастрофическое, я считаю, если бы не понимать, что эти люди все равно рождаются. Вот на 500 родов, например, у нас меньше стало, у нас в роддоме. Почему? Конечно, можно с ума сойти, если думать, если это истинная картина, да? Но я уверена в том, что эта картина не истинная. Количество родов, которое прошло в Абхазии, оно на 30% меньше того, что на самом деле происходит. На самом деле эти 2000 мы догоняем, просто мы их не можем посчитать. Каждого слушал внимательно. По-моему, ничего существенно не изменилось в плане демографии, к сожалению. Мой доклад называется «Вопрос репатриации абхазской диаспоры в первые десятилетия XX века». К сожалению, одним из малоизученных вопросов в отечественной истории является тема реэмиграции зарубежных абхазов на свою историческую родину Апсны в первые десятилетия XX века. На то существуют как субъективные, так и объективные причины. Сказывается и скудость архивного материала. Но, тем не менее, сохранились определенные источники. Это газета «Апсны», протоколы, документы, письма зарубежных абхазов главе Абхазской республики Нестору Лакоба. И в рамках данного выступления, не претендуя на полное освещение этой темы, мы попытаемся хотя бы очертить ее контуры. После трагических событий XIX века, оказавшись под чужим небом, абхазы испытывали всевозможные лишения. Несмотря на оторванность от исторической родины, они не теряли надежды на светлый день. Были и случаи, когда представители диаспоры пытались помочь своим братьям в Абхазии. Одним из таких эпизодов относится к 1918 году. Именно тогда, 27 июня, в Кудорском районе был высажен десант из абхазов-махаджиров. Вот сохранилась уникальная фотография того времени. О десанте 18 года и пребывании Нестора Лакоба в Турции в 20 году сохранились воспоминания внука Сулеймана Бганба, Ардашана Бганба. Цитата. «Сулейман Бганба и его близкие друзья в конце 17 года тайно отправились в Абхазию и совместно с абхазскими патриотами, такими как Александр Чачба, Дарыкой Пататаш Маршан, Трич Такуй, Степан Кабба, Нестор Лакоба, начали работать над организацией сопротивления грузинским меньшевикам. Наравне с организацией сопротивления они занимались и вопросами демографической проблемы Абхазии. В 1919 году стала выходить первая на абхазском языке газета «Апсны». В подшивке печатного издания сохранились уникальные материалы относительно вопросов репатриации зарубежных абхазов на историческую родину. Редактор газеты Дмитрий Гули еще тогда выступал с идеей создания миграционного комитета. В одном из номеров газеты «Апсны» за 2020 год в статье «Амхаджи Руса комитет» под псевдонимом ДГ он писал, цитата, «Уавиакиски оханаски охаискина гяпса чараш чаруа чатурктулы урзигурьёйт, ираша харызи, ирагаша харызи ялатшажуйт, сараскуанала бреуса заскуяна гуабрейнысцуйт. Хара хайзаны, хайчажуна хаймыс нахцо эгхзыкацум. Обрякнат ями опялахраза иммиграционный комитет. Если шукся хуче хучлам хаджиртша, жвябави вяты дзиракара рагараус ныкузгаша.
иахьааргауа изландырхаша ԥара изызгаша зхы иақәиҭу Аԥсны адгьылқәа урҭ амҳаџьырқәа раареи рымаареи еилыркаанӡа тәымуаҩеи моуратәы аус ҟазҵаша. Абри еиԥш акәхап ҳәа сыҟоуп амҳаџьыр ус аӡбара ҳшалагаша. Далее Дмитрий Гуля в следующем номере газеты «Апсны» в статье «Дервегиха Мхаджира Тецфя» писал о том, что необходимо создать фонд и накопить денежные средства, отправить в Турцию делегацию для того, чтобы узнать по этому поводу мнение зарубежных соотечественников. Цитата. «Кыризюхета Мхаджир Тецфя, ахаитасюет абриуса цихуала изюкного ауалхтуб, убриуса фонда за пара изготуб, языка лозеру и царь гиями Турктула, Амхаджир Тецфя цкя айлкараза, ргуй тоуи, ргуй ана гоя еилдыргаразы. Нас убри акәнага ус уаҩы иныҟәигаразы. Абра совет аҿы иҟоугьы ируалуп ҳәа сыҟоуп абри аус азы ахазына иалҵны афонд злаҟалара ус аныҟәгаразы. Абри аус ахагылара аԥсацәа ируалуп. Нас агьырҭ амилаҭқәа ацхраап ҳәа сыҟоуп. Избан акәзар, қырҭтәыла иҟоу апартиақәа зегьы уҳәа, реиҳабыра уҳәа зегьы ари аус иазыбзиахажаз ажәа бзиақәа рҳәахьеит. Уи ажәан, аха уажәы аус аҿы ианнеилакгьы аус ала инаргӡоит ҳәоуп абри зиуаз шыҟоу, зыԥшраҭахым ирластәуп. И действительно, в 1920 году был создан комитет, называвшийся Сухумским центральным комитетом по делам абхазов-махаджиров. Комитет тогда принял протокол, но я не буду зачитывать этот документ. В комитет входили Григорий Матвеевич Зухбай, Вианор Тарасович Анчабадзе, Андрей Максимович Чочуа, Дмитрий Иванович Алани, Дмитрий Иосифович Гуля, Михаил Иванович Тарнава. Комитет сам избирал свой президиум, имел право кооптации. Председателем был избран Андрей Чочуа, секретарем Михаил Тарнава. И этот комитет 20 августа 2020 года отправил в Константинополь Черкесскому комитету письмо, где в частности говорилось, цитата, «Пользуясь случаем через господина Будба, имеется в виду Мустафа Будба, Сухумский центральный комитет по делам абхазцев-махаджиров сообщает вам следующее. Весь абхазский народ и его интеллигенция всегда думали и думают о своих братьях, находящихся в Турции. Мы всегда желали и желаем, чтобы эти наши братья вернулись в лоно своей родины. Этот вопрос 1917 года поднимается на всех собраниях, съездах общин, а также в правительственных кругах, и везде он решается в положительном смысле. К сожалению, Центральный комитет по делам абхазцев-махаджирцев просуществовал недолго. Через несколько месяцев он прекратил свою работу. В том же 2020 году на международной арене, не без участия выдающихся сынов Абхазии, происходили очень интересные события. В частности, в одной из последних автобиографий 12 февраля 1936 года Нестор Локоба, прекрасно владевший разговорным турецким языком, писал, цитата, «В декабре 2020 года по постановлению Ковбюро РКП вместе с группой товарищей выехал в Турцию для обследования состояния коммунистических организаций». Конец цитаты. Известно, что в Турции Нестор Локоба останавливался в доме Сулеймана Бганба в селе Кобашлар, куда приходили представители абхазской диаспоры и обсуждались вопросы возвращения их на историческую родину. После образования СССР Абхазии представители абхазской диаспоры, в частности из Македонии, стали писать письма Нестору Локобе о желании возвращения на историческую родину. Эти письма сохранились, но я сейчас не буду их зачитывать. В 1926 году абхазский писатель Дзаздар Салия в статье «Тырктулан пиапсацверзию бакавя Хортазло Каузер Гукалауса Зутуб» отмечал, цитата, «Агерта милат раста харапсацва даара милат мачуб, хараскак хазармачис зымдруа иqada. Патвик Апсны ханхойт патвик Аджаристан, и хараюк Тырктула. Абас хаблаканы аджви хажви нымиуа хара ханхойт. Хажви бытаны и хауажранза хбазфя царадырала яйцаханыку цхыра шахзамту хақуб. Тырктула иqу апсацва атырк хынткарданыҟазгьы уажәданул баргагьы ахақәиҭра рыман иҟан. Иахьа ҳара ишаҳҭаху ахақәиҭра ҳауны ҳаныҟала, хәарҭа змоу усҵара абарҭ Тырктула инхо аԥсацәа раагара ус азутуп». Конец цитаты. В том же году в той же газете Дмитрий Ман писал, «Тырктулантәи аԥсацәа раагара зеиӷьыкам ус бзиоуп Аԥсназы, аха ари ус дууп, ус хьанҭоуп. Ари аус анагӡара ахшыҩ дуи, амчи, амалрацәеи аҭахуп. Аԥсны аиҳабыра рхаҿы иааганы иашьҭалар, инарыгӡар, иҟарҵар ҟалап. Дара урҭ рыла акәымзар, даҽа мҩак ала ари аус аҟаҵара уаҩы изалыршом». Конец цитаты. 18 июля 1928 года на имя главы Абхазской республики Нестора Локоба
поступило письмо Ильяса из греческой Македонии. В нем, в частности, говорилось, цитата, «Абхазцы, живущие в греческой Македонии, обращаются к родному абхазскому народу с призывом о помощи и просьбе о приюте на груди своего народа. Неужели же этой мечте не суждено сбыться? Мы кровные абхазцы, мы такие же трудящиеся, и неужели все наши трудящиеся братья-абхазы отвергнут нас и не примут нас в свою среду? Братья-абхазцы, к вам взываем и умоляем протянуть нам братскую руку помощи». Конец цитаты. Тогда же, в 1929 году, в статье «Ехацатоус Ирлас» относительно этого вопроса Шамиль Хокерба писал: «Сентапс нанхачай рейзера ихалоча ариус яхчаверу папсача хымпада вы ауса зызуша вы яналархлаки дараяцхрава варачахот агуп ялархуа яхар Москва пейхабыра дарад зацхыра арартап хасак гугвайт амала харапсача хабжакургана ус бзия заур аус аха харцасыр зик қалойт хауавларге томилатирылу рыдгилах ягар алшул». Исходя из ряда публикаций в прессе, в первую очередь из ряда основополагающих документов, Нестор Лакоба поставил эту проблему перед правительством СССР. Сохранился интересный документ под названием «О мухаджирах, находящихся в Греции», за подписью самого Нестора Лакоба. В нем, в частности, говорилось, цитата, «К совершенно противоположным выводам можно прийти к выдвигаемому ныне вопросу о реэмиграции маленькой части абхазцев, всего в количестве 150 дымов, это приблизительно 700 человек было их, очутившихся ныне в греческой Македонии, обратившихся к правительству Абхазии с ходатайством о разрешении им въезда на родину. В течение последних 3 лет эмигранты ведут усиленную переписку со своими родственниками и умоляют о спасении их жизней и о принятии их в советскую Абхазию. Этот вопрос был поднят также делегатами от абхазских сел на 30-й сессии Всегрузцика в Сухуме, на которой было обещано его рассмотрение. Уступая в этом настоятельной воле части населения, СНК Абхазии имел по данному вопросу суждение с товарищами Орджоникидзе, Литвиновым, с руководителями ОГПУ, которые не встретили принципиальных возражений к возвращению в Абхазию мухаджиров, находящихся в Греции. Аналогичный вопрос был поставлен и в ЦК Грузии, который, однако, не нашел своего положительного разрешения вследствие недостаточной информации при его обсуждении, в отсутствие представителя от Абхазии. Учитывая вышеизложенное и отмечая малочисленность мухаджиров, проживающих в Греции в количестве 150 дымов, их крайне бедственное и безвыходное положение, настояние родственников, проживающих в Абхазии, и возможность размещения их, СНК Абхазии находит возможным поддержать ходатайство означенных иммигрантов и просить разрешить им въезд в Абхазию. Этот вопрос дебатировался в самых верхах правительства СССР вплоть до 30-го года и не был решен положительно, к сожалению. Еще один момент. В 1936 году Нестор Лакоба был отравлен в Тифлисе, как известно. Интерес вызывают следующие обстоятельства. Наверное, не случайно мать верного сына Нестора Лакоба, Шахусна Джиргеня, как неоднократно вспоминала Зинаида Васильевна Лакоба, прощаясь с сыном, в траурном плаче говорила ему следующие слова. «Сычкун, ван, ала тыхван, амшин нартфику вашчу псырку цама ван». Одним из ключевых аспектов демографической проблемы Абхазии – репатриация. У нас репатриация из разных стран, и самая большая часть из Турции, потому что в диаспоре, самая большая диаспора там живут. Но последняя массовая репатриация это была из Сирии, поэтому начинаем с слова Гехат Абаза. Здравствуйте всем. Моя презентация сегодня будет о проблемах репатриации с социологической точки зрения или социологические аспекты. Например, репатрианта в Сирии. Сначала я расскажу вам историю одной репатриантки из Сирии. Я не хочу называть ее настоящее имя, пусть она будет Сальма. Родители, бабушки и дедушки Сальмы рассказывали ей о безграничных горах Кавказа, пересказывали истории миграции. Мой дедушка и дядя плакали, когда видели видео о Кавказе, сказала она.
Ее собственные родители вынуждены были покинуть голландские высоты после того, как Израиль захватил территорию в результате войны 1973 года. Они рассказывали, что черкесы сначала стремились обосноваться на голландских высотах именно потому, что они были народом гор. И это было самое близкое к тому, что они знали. А в 2013 году, извините, Сальма была вынуждена покинуть свой дом в Дамаске, тоже из-за военного конфликта. Теперь я понимаю, как чувствовали себя мои близкие, которые вынуждены были покинуть свою землю. Мы, сказала она мне, черкесы всегда вынужденные иммигранты. В этой презентации я хочу выделить несколько моментов. Первый, мы должны быть осторожны в том, как мы говорим об адаптации и ассимиляции. Многие люди, с которыми я общалась, неоднократно говорили мне, в Сирии нас называли черкесами, а здесь нас называют сирийцами. Идея того, что репатрианты другие, что им требуется измениться, чтобы соответствовать остальному обществу, является большим шоком для сирийских черкесов и абхазов в Абхазии, потому что они ожидали вернуться и встретить своих этнических родственников. Второй, мы должны помнить, что возвращение репатриантов сирийских черкесов и абхазов связано с военными конфликтами. Бедственное положение сирийских черкесов и абхазов является частью бедственного положения среди сирийцев по всему миру в настоящее время. У них мало возможностей для мобильности, потому что глобальная система границ не дает возможности свободно передвигаться. Если бы не война в Сирии, 99% сирийцев, которые здесь находятся, не были бы здесь, говорили мне некоторые друзья из репатриантов. Много из сирийских репатриантов, с которыми я говорила, подчеркивали, насколько они ценят усилия, которые предприняла Абхазия по их репатриации. Например, один человек сказал мне, в конце концов, несмотря на трудности, мы счастливы, что у нас есть Родина, куда мы смогли вернуться. Мы счастливы, что у нас есть Кавказ. Другие сирийцы этого не имеют. Еще одна женщина сказала мне, в Европе или в любой другой стране нас считали беженцами, но здесь мы репатрианты. И в заключение своей презентации хотелось бы сказать, что сохранение национальной культуры необходимо, и все эти идеи и практики, которые репатрианты провозят из диаспоры, тоже очень полезны для Абхазии. И спасибо за ваше внимание. У нас как репатрианты на национальный паспорт, историческая фамилия, и на загранпаспорт другой, это тоже проблема, когда за границу ездим. Если кто-то имеет смешанную семью с адыгами или другими северокавказскими, получать документацию трудно, и это ставит под сомнение принадлежность всей семьи. Другая проблема с документами – это регистрация, у которой нет собственного дома. Они не принимают участие в местной политике. На выборы не может сидеть, если регистрации нету. До вот этого времени была репатриация, сделала временной регистрации, сейчас нету. И ответ нету, как можно получить это, если у вас нету деньги, покупать свой дом. Есть
официального представительства Абхазии в Турции, но нет систематической коммуникации и работа поддержка для будущей репатриации, а также сильная диаспора, что очень важно для демографической и политической безопасности Абхазии. И мы слышали, 2020 года сказала Дермиткулия, что нужно. Надо узнать, кто там есть, как можно принести каждый год, сколько семья. И сейчас мы еще скажем, сколько лет одна проблема. Существует проблема наличия доступного жилья в городе для молодых абхазских семей здесь, а также репатриантов. Это одинаковая проблема для всех молодых семей. Молодым поколениям не хватает возможности собраться вместе, именно поэтому репатрианты создают новые семьи между собой, репатрианты с репатриантом. И это проблема для интеграции, учебы языка, и тоже второе поколение думает, они сирийцы, как Гехат сказал, или турки, потому что люди, когда они говорят с родителями на турецком или на арабском, думают, они тоже не родились здесь. Но они уже родились здесь, многоязычно, но это трудно для новые поколения. Очень трудно быть частью экономической жизни, бизнес сопряжен с большим риском уплата налога на защиту сверх вашего заработка из-за того, что у вас нет семейной связи или нападения на ваше рабочее место. Это лишь недавние примеры, о которых вы все знаете, я думаю. Репатриант из Турции на свою работу вот такие жили, кто-то ударили. И не было, и сейчас недавно я слышала, каждый репатриант, кто хочет работать на, скажем, Гагра или туристическое место, надо заплатить много денег, и они не могут жить больше 3 месяца, эта работа не получается. Эти проблемы каждый Абхазии может быть живут, но для репатриантов это может быть проблема, потому что они, если не работают, если деньги не хватает, если нет места жить, если нет политических час, они не думают себя, они в Абхазии живут, они здесь как гости живут, и поэтому они уезжают, когда есть путь. Или если война закончится в Сирии, может быть, много репатриантов не будет жить и вернут, и мы видели, сколько семей остановили дети, старики вернули в Сирию, где война есть. Поэтому я думаю, это очень важно. Все надо думать вместе с другими демографическими проблемами в Абхазии и отвечать. Это систематически программа надо готовить для ответить эти вопросы. Спасибо. Хотелось бы изначально подчеркнуть, что статистические данные не совсем соответствуют действительности, приблизительно процентов на 30. Также финансовая составляющая не соответствует действительности. Возможно, здесь не учли тот факт, что средства переходящие. Вот. У нас первый вопрос – это документация. Как известно, наверное, я начну с того, что по закону, закон о репатриации, о репатриантах гласит так, что каждый этнический абхаз и абазин, проживающий за рубежом, то есть репатриация работает в направлении абхазов и абазин, это написано законом. Мы никогда не делили, в комитет приходили и адыгской национальности, как вы сказали, кабардинцы, черкесы, это тоже не разделение для нас, но, к сожалению, юридически мы им помочь не можем. Есть комиссия по гражданству при президенте республики. Вопросы документации. Как известно, комитет по репатриации не паспортизирует, на это есть профилирующий орган. Мы подготавливаем документы. В иностранных регионах, таких как Хашемитское королевство Иордания, Сирийско-Арабская республика, Турецкая республика, республики Северного Кавказа, присутствуют определенные комитеты, федерации, содружества, с которыми у нас подписано соглашение для информации. Один из примеров, например, в Турецкой республике, это Федерация абхазских культурных центров для подтверждения этничества
того человека, который подает заявление. Вот, мы подготавливаем документы, отправляем их в Турецкую республику, Федерацию абхазских культурных центров, где подтверждение приходит следующим образом. Пример. Отец такой-то, такой-то фамилии, мать такой-то, такой-то фамилии и так далее. Где мы имеем официальное подтверждение этничества этого человека. Также и в Иордании, это Диван Аббаза, и в Сирийской Арабской Республике мы, как открылось наше посольство, мы работаем через посольство, соответственно, там присутствует общество Адыга Хаса. С документациями во временном барьере у нас проблем нет, я думаю, вам хорошо это известно, мы подготавливаем документы в кратчайшие сроки, вот, переводим эти документы и направляем в профилирующие органы. Вот. По поводу передвижения, если вы имеете в виду контрольно-пропускной пункт, то на этот вопрос мы, комитет разработал такой проект, он был утвержден довольно давно. Репатрианту выдается 2 паспорта, то есть для нас, для гражданина, который родился здесь, у нас один паспорт, зеленый, он и загранпаспорт, и внутренний паспорт. Для репатрианта были вынуждены подготовить 2 паспорта. Это синий, соответственно, как было и у нас ранее, и зеленый. В одном фамилия у него абхазская, то есть... А в другом, в связи с тем, что он обладатель еще и второго паспорта иностранного региона, мы вынуждены, вернее, профилирующие органы, это паспортный стол и структура МВД, мы вынуждены вписывать ту фамилию, которая у него, да. Вот это по поводу передвижения. По поводу, как известно, акцент здесь проблемы, наверное, более были озвучены идеологические. На эти вопросы у нас определенные проекты, и немало, например, в ближайшем будущем прибудет около 80 детей из тех стран, которые я перечислил, это страны и Ближнего Востока, и Турецкой Республики, и соседних стран, где будет ознакомлено со своей исторической родиной, где будет идеологическая программа. Также в направлении языка прорабатываем приложение. Приложение будет на 5 языках, это уже на протяжении 2 лет прорабатываем, потому что сложности перевода, безусловно, присутствуют. Если человек владеет арабским языком, он не так чисто говорит на русском и так далее. Там языки ниже следующие, это русский язык, арабский язык, английский язык и турецкий язык. После этого есть программа «Университет», называется, где при поддержке комитета, как и финансовой, так и адаптационной, проводится работа среди студентов, где направляется документация, что в этот период Абхазский государственный университет, там набор на определенный. Первый год это подготовительный, соответственно, языковая программа, и после этого поступление на первый курс. Рубеж 20-21 веков ознаменовался важнейшими и судьбоносными событиями в истории Абхазии. Это Отечественная война в 92-93 годах, обретение независимости, строительство нового государства, его официально-дипломатическое признание со стороны Российской Федерации стали определяющими детерминантами, обусловившими конкретные пути современного социально-экономического развития Республики Абхазия, в том числе и демографической сфере. Последняя всегда чутко реагирует на социально-экономические условия, под воздействием которых она демонстрирует либо положительные, либо негативные тенденции развития. Положительный показатель демографического развития в целом способствует оптимизированному развитию экономической и социальной сферы, а негативные тенденции могут породить комплекс проблем вплоть до кризисного состояния общества и государства. К сожалению, современные этнодемографические процессы, ныне происходящие в республике, мало изучены. Причины демографической ямы в Абхазии носит исторический фактор. Обратим внимание на миграционные. Миграционные изменения происходили в Абхазии с начала XIX века. Именно насильственное и вынужденное переселение в Османскую империю, далее проводимая политика царской России привела к серьезным этнодемографическим изменениям. Абхазия из страны моноэтнической превратилась в полиэтнической.
Миграционные процессы 30-40-х годов и последующих лет прошлого столетия знаменовались осуществлением сталинско-берецкой программы массового заселения грузин-мингрелов. Далее, 15,5 тысяч абхазов участвовали в Великой Отечественной войне, каждый третий не вернулся с фронта. К 80-м годам минувшего столетия Абхазия, как и другие республики бывшего Союза, стала терять свое население, а именно отток населения наблюдался в основном среди русского, греческого населения, тогда как искусственно росла численность грузинского населения. Грузино-абхазская война изменила традиционные тенденции в характере миграции населения, что привело к сокращению населения республики вдвое. Миграция наращивает свои темпы. Проблема внутренней и внешней миграции становится для абхазского общества весьма значимой. В республике наметилась миграционная схема село-город, которая сильно сократила демографический потенциал сельского населения. Традиционно сельские семьи были всегда гораздо более многочисленными, чем городские, и именно они обеспечивали основной прирост населения. Однако в нынешних условиях село не в состоянии пополнить городское население естественным образом. На миграционную установку населения значительное влияние оказывают условия их жизнедеятельности, возможность получения образования, хорошей работы, устроенный быт, развитию инфраструктуры, транспортную доступность. Сельское население Абхазии из-за неустойчивой экономической ситуации участвует в маятниковой трудовой миграции, а именно в курортно-туристической сфере и каждодневную. В течение года из села в город ездят на работу. Новая проблема для Абхазии стала нелегальная миграция или же легальная, скажем, частично, которая возникла в связи с появлением в стране иностранцев. Это гастарбайтеры, иностранцы прибывают в Абхазию из Молдавии, Украины, Армении и Средней Азии. Средний возраст их составляет от 27 до 40 лет. В основном они активизируются в городах Сухум и Гагра, где большой объем работы. Далее я бы хотела обратить внимание на дорожно-транспортные происшествия. На ход демографических процессов в республике также влияют автотранспортные травмы. Значит, с 2018 по 2022 год 1455 человек получили автотранспортные травмы. В автокатастрофах, значит, 285 человек, дорожно-транспортные происшествия были зафиксированы 980, суициды возросли с 12 человек до 16 человек. Обратим внимание на статистику по ДТП. За 2022 год было совершено 214 аварий. В 2021 году 182. На дорогах республики погибли 64 человека, что на 22 человека больше, чем в 2021 году. 296 человек получили телесные повреждения в 2022 году, а в 2021 году 246. Наибольшее количество аварий, по данным Министерства внутренних дел Абхазии, было совершено гражданам от 20 до 30 лет. Это 53% из всех дорожно-транспортных происшествий. Ситуация на дорогах остается крайне сложной. Причинами ДТП, как и прежде, остаются управлением транспортным средством в наркотическом или алкогольном опьянении, превышение скорости. В республике отмечается неблагоприятная возрастная динамика. Доля лиц моложе трудоспособного возраста в 2022 году составляла 17%, трудоспособно 59%, старше трудоспособного 23%. Я цифры округляю, девочки. Таким образом, в республике в скором времени будет наблюдаться старение трудоспособных контингентов, то есть часть трудоспособного населения в ближайшее время войдет в когорту старше трудоспособных, что приведет к нарастанию процесса старения. Старение населения наблюдается в исследованиях в селах. Это в основном в Гудаутском, Ачимчирском и Сухумском районах. Почему? Потому что я эти села, эти районы исследовала. В селах заметно падает доля детей и подростков. Соотношение численности полов показывает перевес женского над мужским. Во всех возрастных когортах от 0 до 70 лет и старше в 2022 году численность женщин над мужчинами превалирует. Если обратить внимание на возрастную группу долгожителей, то отмечается резкая диспропорция в пользу женщин. И мы с уверенностью можем сказать, что в ранге долгожителей среди населения Абхазии являются женщины. Так мы приучаем потихоньку наше население, что они звонят после родов, после того, как они возвращаются в Абхазию, к нам в поликлинику, в регистратуру, и сообщают, что мы уже здесь, мы родились, и таким образом их посещает патронажная служба. Таких детей большинство. Но часть детей выпадают, во-первых, в частные клиники. Они любят ходить к нашим докторам в известные частные клиники, к педиатрам.
Ну и другая часть, на самом деле, как вы сказали, да, регистрируется в поликлинике только к тому возрасту, как им надо поступить в какое-то учреждение дошкольное, либо школу. Вот такая ситуация. Но все-таки я думаю, что вот то, что касается Сухума. Демография, одна из ее составных частей, конечно, является репродуктивное здоровье девочек, да и мальчиков тоже. Сейчас в крупных городах России создаются такие центры репродуктивного здоровья подростков. Но как известно, помимо здорового образа жизни, сейчас очень большое внимание уделяется питанию. Питание, начиная от грудного питания младенца и далее. Но мы все знаем, что наши дети обожают фастфуд. А это быстрые углеводы, трансжиры, это сладкие газированные напитки, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Ну и энергетические напитки тоже. Все это, конечно, негативно сказывается на здоровье подростка и последующей молодой мамы. Обратите внимание на учащихся школ. Почти в каждом классе есть ребенок с ожирением. А это прямой путь к снижению фертильности и снижению репродукции. Вот я хотела бы обратить внимание на это. Ну, наверное, Белла Романовна сказала, что сейчас в мире последние 2-3 года регистрируется некоторое увеличение материнской смертности. Это связывает напрямую с перенесенной тяжелой эпидемией. Но, видимо, наше население тоже как-то опасается, да, и, может быть, это один из путей понижения, некоторое понижение рождаемости у нас. Вот что я хотела сказать. Хотел бы сказать, что вот если говорить опять-таки только официальную статистику, у нас старший возраст, когда людям старше 70 лет, мужчин у нас меньше намного, чем женщин. На 1000 мужчин приходится 1820 женщин. Можете себе представить, как идет процесс вымирания мужского населения в нашей республике. Если говорить о данных, да, есть очень интересный показатель, который можно легко подтвердить, что рождается намного больше людей. Объясняю, школа. Вы когда первый класс идут дети, да, у нас детей в первом классе 2-2,5, а то был 1 год 2700. Если вы посмотрите на статистику и на это, вы увидите большую разницу. Я понимаю, что есть дети военнослужащих российских, но их не так много. Да, их немного. И дети теперь уже тех мигрантов со Средней Азии. Они у нас тоже учатся в школе. Но это не такая цифра, которая... Вот как раз первый класс, даже можно в этом году посмотреть, назад 6 лет отвести, вы увидите, что их намного больше родилось. Это безо всяких, как говорится, доказательств того, что эти дети существуют. Понятно, да? То есть вот это говорить о том, что рождаемость упала, я бы не совсем согласился с этим вопросом. Если говорить о рождаемости, она так резко не упала. И вот недавно Анклав тоже Александр Завотинский выступал и сказал, что из 48 тысяч человек, которые родилось в послевоенное время, 32 тысячи – это абхазы. Это 64%. В 2003 году у нас был проведен учет. Не перепись, был учет. Потом было принято решение провести перепись в 2011 году. Дело в том, что перепись проводится примерно раз в 10-11 лет. Она связана не с тем, что наше желание, а с тем, что существует так называемый раунд-он, который по переписи захватывает 10 лет, и во всем мире в течение этих лет проводится перепись. Я думаю, что учет, конечно, можно было провести для себя учет, но не перепись. Перепись – это немножко другое. Это действительно дело такое дорогостоящее относительно, конечно. И самое главное – это подготовительная работа. Вы даже можете не представить себе, что, например, надо чемоданчик подготовить на всех людей, переписные листы, подготовить вопросы, естественно. И самое главное – подготовить переписчиков. Это очень сложный вопрос. Потому что когда мы в 2011 году проводили перепись, я могу сказать, что столкнулись с определенными трудностями. Потому что это учителя, это надо, значит, выбирать момент, когда можно проводить перепись, когда люди
меньше всего передвигаются. Понимаете, да? Обычно это берется декабрь, январь, но мы тогда в феврале проводили, чтобы движение людей было наименьшим, чтобы они были на месте. Но это один из моментов. По поводу миграции. Я имею в виду не только миграционные процессы наших репатриантов, а миграцию нашу внутреннюю абхазскую. Дело в том, что часть населения, очень большая часть, у нас выезжает на работу в Российскую Федерацию. И есть данные по Российской Федерации, сколько там ежегодно. Вот лет 10 тому назад примерно 9 тысяч человек выезжало на работу в Российскую Федерацию из Абхазии в год. Вот такая есть цифра. Но дело в том, что мы ее даже не можем до конца знать. Почему? Потому что Россия тоже фиксирует тех, кто выезжает с абхазскими паспортами. Если человек выезжает с российским паспортом, он для нее не мигрант, и для нас не мигрант. Понимаете, да? То есть есть. Второй аспект, который мы как-то так в последнее время не уделяем внимания. Даже в этом году число заявлений в Абхазский университет намного уменьшилось по сравнению с прошлым годом. С чем это связано? С тем, что очень большое количество наших детей поступает в российские вузы. Даже некоторые вузы по упрощенной схеме поступают. И что дальше происходит? Не секрет, что большинство, я не говорю большинство, но многие из них не возвращаются в Абхазию. Они остаются там. Мотив – это трудоустройство, потому что ему здесь идут на такую специальность. Второй мотив – это заработная плата. И еще один вопрос, Давид Чичевич, наверное, больше эту тему поднимет, но я как бы ее затрону, можно, да, Давид Чичевич? Это Гальский район. Можно я скажу? В Гальском районе вот специалисты сидят. В 1939 году, когда была перепись населения, всех абхазов записали грузинами, да? Ну, вы фамилии сейчас не будем называть, да. Ну, 2-3 фамилии, так, Кецбай, Арзенбай и так далее. Это абхазы. Что делать с этими людьми? И еще один вопрос. Дело в том, что вот количество учащихся в школах по сравнению с советским периодом, я веду относительные цифры, уменьшилось. Если в советское время в Абхазии училось примерно 16% всего населения, это говорит о том, что вы говорили, Астан Дашаловна, что население стареет, а молодежи 17% всего, да? То вот как раз, а сегодня это 11%. 16%? Да, но еще хуже среди русского населения. Если несколько лет тому назад, я думаю, что она даже может уменьшилась цифра. Всего 5% от русского населения учатся в школах. Это говорит о том, что резко постарело население, и часть населения уехала. И в университеты русских поступает очень мало. 1-2 человека на экономический факультет, например. Понимаете, да, о чем это говорит? خبخزارة وجا فلقورة قنو كيجوازر أمشنا قن بيعش خقنزا ينخب شكوزا تسكت صون حرحونا خوست قيقو بحقراسوس قوم أخوياك زمراقي خدو زجراب خيرجلنا حرح خنخوز حرينوقو حقو الكولتورة ويا كتها كولتورة هاي بعد زرايخ زجلراكون ويا حيا حينسكت دقة زمست كتها كتشو عمل يقواز أختي يقواز أخشارة رتشخيقمز ورت درا عيد جلرمان أي خاز جلرمان يبادزون ينامو زخك أدشكرك خيتزاجي أزبر خيمنام ينام جزاكوا يلابجون ويكون يحرد زاجي حبس ولا بعبرش يحاح كنا حزماز أخشارة دزمامز وي خادوني ربخزون وي ما أوري كرقنيبش أبصوا حقنجي خيبش شو خيق أي شاقن أي حبخ شار دموقوا دبسزر يبحث يخبيام تزي جوش ربيقو بخيبحث يشيت ديرتون أبري أخشار يونا رجليز در حرس زها يخوا جران زسريس زدرتم تسعر در جانا خلا أبري زعرا يخيب حرقلز نبرقنام يزبخوا تسعر يالغخوا أحن تكارو دو كورجا تسعر در وس خوا أبزار يجو بساعات أبستوا ورت نمزار تزها حرب صار كبرتوت заповедник حيجو ورت خلب شررتو در خخيك در خاشه حرا خيك حرخو يحمو بسنز زقوب وبراقي ا программ حمد زم خيك در خاشه يقو دير كوزيجي حزلر تساشه يخوما يحارك حرا حنت كرح ديموغرافي قناشارت انتقله ما بيسناجي تقله نخا اتساشي حوكشون اقش حمن ايلا بجاشه
ҳақәшәон, аҟәыш ҳаизыӡырҩуан. Арҭқәа азҵаарақәак унадыххылан иаразнак акала мацара исыӡбоит ҳәа уалагар, хымԥада аӡбашьа амаӡам. Убри аҟнытә сажәа рацәахазар саҭашәымҵан, аха економика мацара акәӡам, ԥсихологиалагьы, медициналагьы, ԥсуаралагьы азҵаара аӡбара еиуеиԥшым ахырхарҭақәа аман исыԥхьаӡоит, мап анакәха ҳара ҳаҿиаӡом. Аҵыхәтәантәи аамҭазыҳәа абра аусура иааз уаанӡа шәышықәса раԥхьа аҽага зкыз иахьа аҩмсаг зкоу мамзаргьы урҭ ирыццо иалагеит ҳара ҳаԥсуа ҭыԥҳацәа. Ус анакәха ара рыцҳарак ыҟоуп. Избан ус еиԥш? Избанзар иҟоуп ани амҩатә машәырқәа ҳәа ҳҳәазар уи анаҩсгьы иҟалеит ара ахәшә, иҟалеит ара ԥагьара, иҟалеит иаҳа амал ҳаҭыр ақәны аламысы аҵкыс, Ҭырқәтәыла инхо иаҳҳәап ҳара Ҳаԥсны, атәы ҳҳәозар Ҭырқәтәыла инхо ҳаԥсуа жәлар. Уаҟагьы иҟоуп рыцҳара ҳара ҳазҭагылоу ҩыза ҭагылазаашьа рымоуп, аҿиара аизҳара хыԥхьаӡара уаҟагь цәгьала иҵаханы иҟоуп. Аӡәы ҩыџьа роузар ҳаианаџьалбеит рҳәоит. Ԥахьаԥшо хәҩы-фҩы мамзаргьы инирҳаны ахшара анро гәырӷьаҵәа ишыҟаз еиԥш иҟаӡам. Ақыҭа аҟынтәи ақалақь ахь ицоит, ақалақь аҟынгьы иаҳа даҽа бзазаарак ыҟоуп. Ԥахьа уажә ҳахәаԥшуазар, ԥсыуа аԥсуа ҩны ҳәа ззырҳәоз аӷәеи хачаԥа игылаз аҟын ҩба-хԥа ҭаацәак ыртә иҟан, еиҿымҵыцыз аб иҷкәынцәа иареи. Убраҟа бжьҩы-ааҩы инирҳаны ахшара ахьыруаз ыҟан. Избан иахьа амал ҳамазар, избан иахьа аицхыраара ҳамаӡам. Избан ус еиԥш азнеишьа. Зны-зынла зегьы ҳәынҭқар иахыраҳҵоит, аха уи ҳаҽазгазар ҟалап ҳхы иаҩганы. Ҳәынҭқар иахароугьы ыҟоуп хымԥада, аха раԥхьа игылазар ҟалап аҳәоу еиқәымшәара, раԥхьа игылазар ҟалап маҷк агәцаракра зҭаху азҵаара ахьқәцара ҳамгуа. Миграционной службы, что могу сказать? В данный момент мы занимаемся легализацией трудовых мигрантов. Занимаемся только трудовыми мигрантами. То есть человек, если приехал в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности, соответственно, мы ему выдаем определенные документы. Получаем данные с госстатистики. На сегодняшний день, честно говоря, я не видел ни одного официально зарегистрированного брака граждан Абхазии с гражданами Средней Азии. Вот официальные данные, что нам присылают, на самом деле есть с гражданами Российской Федерации. С гражданами Российской Федерации, да. То с гражданами Средней Азии я не видел, честно говоря. В данный момент находится около 4,5 тысяч иностранцев у нас. С 1 января по зарегистрированных официально с 1 января по сегодняшний день. Мы вопросы абхазского языка на русском языке обсуждаем. Вопрос демографии, роста абхазов на русском языке обсуждаем, рассуждаем и так далее. Это тоже говорит о чем-то. Говорит о том, что у нас самосознание очень на низком уровне. Самосознание. Я думаю, что это основная причина того, что демография это творится везде, во всех сферах, где нужно какой-то патриотический подход, где нужен, значит, рассуждение, думать о будущем, там везде провал. Везде провал. И сейчас можно многое говорить. Просто в парламенте я в качестве спикера, прежде всего. Я уже не говорю, мы этот вопрос поднимали, еще возглавлял я комитет. Вы знаете, что мы приняли закон, дающий возможность восстанавливать фамилии и национальность по упрощенной схеме. А все началось с того, что после войны люди, которые помнят свое происхождение, помнят свои фамилии, как они звучали, они по нашим тогда действующим законам вообще практически невозможно было поменять фамилию, тем более и национальность. Они выстроились в очередь в институте, дайте архивные материалы, что мы когда-то были, там, скажем, не Багбай, а Багба, там, не Анчабадзе, Ачуб и так далее. Ну, институт начал выдавать эти справки, но сколько можно, только до этого нужно работать. На самом деле выстроился очередь. И в конце концов, директор института обратился в парламент,
Слушайте, да пишите какой-то закон, да, дайте дорогу, дайте люди, как это поступать, или если закон не позволяет, внесите поправки там и так далее. Вот так мы начали работать над законопроектом. Я уже сказал, что это первый вариант не был подписан. Недавно, в прошлом году, значит, мы приняли с минимальным перевесом этот законопроект. Зато на второй день те, которые не голосовали за это, они организовали целый поход против этого закона. И, значит, одного человека не хватало, но собрали без меня на второй вечер и отменили данный законопроект. Отменили. Но без спикера, без его согласия, без его оповещения, это вообще незаконно. Первое. Второе, вместо 18 человек, 17 человек проголосовало. К чему я говорю? До сих пор неизвестно. Я не мог доказать, что парламент, значит, большинством голосов принял это. Надо понимать четко, что так как риски прежде, никого не волнует наша количественная составляющая абхазцев, кроме нас самих. Это не надо здесь быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Может быть, даже большинство, может не большинство, но многих интересует наше сокращение, ассимиляция, слишком хороша наша зона обитания, так скажем. Прекрасная, комфортная земля с таким проблемным народом, который никак не вырвется, ни туда не исчезнет, не мигрирует, ничего с нами не случается. А мы никак не можем вырваться из 100-тысячных вот этих количества 100 тысяч. Для нас это какая-то уздечка, которую мы не можем никак перейти. Поэтому, видимо, сокращение нас количественно, оно рано или поздно произойдет такими методами. Как только наша численность снизится до 50%, все очки будут сняты, все маски, вернее, извините, сняты. У нас будет меньше половины, наступят юридические последствия. Это, видимо, приведет к устранению нашей государственности в настоящем виде. И сейчас я говорю об этом так печально, нагоняю, так всем понятный страх, напоминаю, только для того, чтобы не сказать, что это плохо, а для того, чтобы сказать, надо что-то сделать, значит. Раз надо сделать, любой... Все вы читали одну известную книгу, в начале было слово. Ну, соберитесь вы все люди, ученые, институты у нас есть, АГУ есть и так далее. Они наши институты, это наши ученые. Их мнение для нас руководящее, они мнение специалистов других стран. Оно может только подтверждать наши опасения. И это должно быть, я считаю, это демонстративно, единогласным, научным, фундаментальным собранием, конференцией, съездом, как хотите, назовите. И в 1001 раз признайте, что мы исчезающий народ, который нуждается в особом режиме защиты на территории Абхазии, которая является нашей страной. Сегодня нас от окончательной ассимиляции, как бы странно это ни звучало, но я выскажу свое мнение, пусть я буду самый глупый, это только то, что президентом Абхазии может быть абхазоязычный гражданин этой же Абхазии. Не нужно по новой собираться, ничего разрабатывать. Лучше того документа, который вы сегодня в первую очередь представили, где прописаны пошагово, какие программы нужны, и чтобы эти программы реализовать, что нужно делать органам госуправления. Пошагово. К сожалению, тот период, когда мы это разрабатывали, в 2015-2016 году уже стоял вопрос в правительстве конкретно об этих вопросах разработки программ. Я уже в другой среде это обговорил и говорил практически. Тогдашнее правительство буквально заявило, не буду по фамилии называть, они часто менялись, они одни и те же продолжали. И то, что было, и сейчас тоже, к сожалению, что это вторгаетесь в наши, отвечаю вам, в наши полномочия. Кому заявили вот руководитель наш тогда, Центра ЦСИ при президенте тогда, того периода. К сожалению, президента страны в того периода никто не поддержал из министров, его министров. Это, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Но не буду я больше историю затрагивать. Президент страны при встрече, когда создал группу «Приоритетные направления социально-экономического и вообще развития Абхазии» называлось, и он буквально заявил, что
нынешний президент, я имею в виду, что мы руководствуемся официальным государственным документом той стратегии, утвержденной в 2016 году. Единственное, он попросил присутствующих министров профильных, чтобы доработать его и представить вновь с учетом изменившейся ситуации. Этот документ подготовлен. Вот эти многочисленные, вы правильно отметили, что наши научные обсуждения, теоретические, практически мало дают. Уже надо в практику перейти реально, потому что пошагово в этом документе все есть. Я на плюс к этому вопросу хочу отметить. У нас, знаете, на самом деле наука идет отдельно, государство отдельно. Общество само себе отдельно осталось. Но я хочу напомнить всем, кто слушает меня и по телевидению, если передадут, что в мире выработаны пороговые значения безопасности и национальной, экономической, в том числе и социальной безопасности, и демографической туда и входит. В области социальной сферы только я выделю несколько. Вот когда доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, значительное количество, я не говорю о 50%, у нас вся бюджетная сфера находится ниже прожиточного минимума. Скажу почему. Потому что у нас выдают средняя заработная плата по нему 20 тысяч рублей. Учителя школ пишут, посмотрите в разных интернет-ресурсах. Я бы хотел увидеть, кто получает больше, 20 и больше. Некоторые единицы получают. Почему они получают, я вам скажу. После того, как бюджетное софинансирование пошло Российской Федерации, наши бюджетники разделены на две категории. Первая, условно я называю, это так называемые основные. А вот вторая часть бюджетников, и кто помогает бюджету, это и любой институт научно-исследовательский возьмите, у них огромные проблемы, там зарплаты 2500-3000 рублей. Кто обслуживает науку? Это СФТИ, это ЕПИТ, это Ботанический институт, институт сельского хозяйства. Без них наука не может быть. А БИГИ, само собой, в первую очередь, я должен был, извините, назвать, там много категорий работников не входят. И мы сегодня вынуждены, мы составляем сейчас вот коалиционную характеристику в Институте экономики и права поручили, мы подготовить для правительства. Дай Бог, если это примут, эту проблему можем снять хотя бы. Но тут речь не идет только о науке. Тут о культуре, образовании, здравоохранении, вся социальная сфера. Но скажу еще кое-что, чтобы вас долго не задерживать. Вот вы говорили, все-таки нам первый вопрос зададут, особенно власти это и любят задавать, и правильно делают. Откуда взять деньги? Но я когда даже статистику увидел, тут пусть на меня никто не обижается, я скажу сразу, у нас есть 5 целых фонда, внебюджетных социальных фондов. На их содержание уходит миллионы. Вот вы называли там 20-40 миллионов, вот как раз которых хватает для решения многих этих проблем управленческой структуры. Что за недоверие к органам исполнительной власти? Вопрос я хочу поставить перед исполнительной властью. Почему отдельно создают фонды, когда у себя в Министерстве здравоохранения, демографической политики, дальше социальной занятости, социальной труда и занятости, и демографической политики, тем более называется. И эти фонды надо туда отдельной строкой. Парламент будет принимать, я уверен, это поддержат. И пусть вот эта вся управленческая иерархия, структура, огромное количество уходит. Там посмотрите, какие на приобретение твердого инвентаря называются машины, автомобили. Слушайте, мы уже тоже, я много лет проработал без машины, езжу на общественном транспорте, и я себя лучше чувствую, чем вот эти машины, которые постоянно приобретаются. То есть мы нерационально расходуем наши ограниченные средства, и мы ждем все время софинансирования. Нужно, конечно, что-то делать. Вот такие беседы, они, конечно, полезны, но я очень много их видел и слышал. На разных площадках эта тема обсуждается. Много лет, еще до войны это обсуждали. Не так, разве, Валерий Дмитриевич? Сделано, немало сделано, надо признать, да. И фонд, и комитет по демографии, репатриации создали, и фонд создали, программы есть. Но очевидно, что этого недостаточно. Может быть, как-то нам нужно все-таки взять за изучение, взяться существующих примеров. Вот мы
знаем, один из братских кавказских народов, к какой практике они подошли, когда угроза численности их стала после выселения, после войны и прочее. Когда сказали, если женщина там не вышла замуж там, до 40, по-моему, лет, она должна там родить ребенка. Мы знаем, что есть там израильский опыт, когда национальность и по отцу определяется, и по матери тоже определяется. Может, и это нам тоже можно перенять этот опыт. Есть и другие варианты, которые вот это нам надо обсуждать, мне кажется. Ну вот я был в Ирландии, Республика Ирландия. Ну это многомиллионный народ, который создал великую литературу, ну на английском языке это литература. Культура их, танцы, они достояние там человечества, фонд ООН внесены. Я разговаривал с министром образования, специально поинтересовался, как у них обстоит дело. Она так, с таким воодушевлением рассказывала, как у них все хорошо, как это все хорошо финансируется. Оказывается, как у нас система. Первые там 4 года все на своем языке, потом переходят и там факультативно на родном языке. А когда я спросил результат какой, она сразу сникла. Говорит, ну на кухонном уровне могут общаться. А я специально там в всяких общественных местах, там где-то в баре пивном, еще где-то, ну хотя бы одного хотел найти, кто может говорить на своем родном языке кельтском. Ни одного не было человека. Понимаете? Так что у нас, благодаря все-таки тем усилиям, которые мы прилагаем, у нас получше ситуация, но не такая, что мы можем расслабиться. Напротив, мы, еще раз повторяю, идем к серьезным проблемам, после чего уже ситуация будет необратимой. Поэтому вот те моменты, о которых я сказал, ну это сейчас не истина в последней инстанции, это я сейчас что-то говорю необдуманно, нужно нам подойти вот к решению вот таких практических задач. Но в первую очередь, конечно, нужно делать то, что было принято парламентом. Я вот сам вернусь к этому вопросу тоже, потому что отменено было это незаконно. Конечно, да. Совершенно очевидно. Кто из присутствующих реально думает, что в Абхазии проживает 122 тысячи абхазов? Комментарии излишни, как говорится. Валерий Ермеевич, если вы позволите, по переписи Российской Федерации в России сегодня проживает, это перепись 2021 года, 8 тысяч абхазов. Количество сократилось на несколько тысяч в сравнении с переписью 2010 года. С учетом всех, как вы говорите, да, всех, хотя перепись обычно должна указывать на личное население и население временно выехавшее, там, трудовых мигрантов и так далее. Но у нас как бы мы, в силу того, что нас очень мало, Россия сегодня у нас это географическое понятие, которое стало понятием шаговой доступности. Слава богу, самолеты летают, порты, аэропорты, железная дорога работает. Так вот, вместе со всеми нас вряд ли больше 110-112 тысяч. Реально на территории Абхазии, Александр Викторович, аплодирую, надо смотреть статистику, связанную со школами, с нашими детьми и так далее. Так вот, реально, исходя из перекрестных данных, я занимался этим какой-то период времени, будучи депутатом парламента, и до этого работая в Министерстве соцобеспечения. Реально сегодня в Абхазии проживает 90-95 тысяч абхазов. Ну, это, да, я понимаю, это позитивная цифра. Если брать негативную, у нас всегда цифры разнятся, да, эта цифра может быть 85-88 тысяч. А вот теперь, если мы принимаем это как факт, как реальность, давайте поговорим, что можно сделать.
никто наши проблемы за нас с вами решать не будет. И не надо ждать из года в год улучшения экономической ситуации. Она сама по себе или улучшится, или ухудшится, независимо от наших действий. Есть внешнеполитическая конъюнктура. Сегодня, кстати, экономическая ситуация в Абхазии как никогда позволяет решать многие вопросы. Перед нами не стоят задачи, которые нам не по плечу. Перед нами стоят задачи, которые мы можем, должны и обязаны решать. Мое видение решения проблемы. Не может быть решена проблема демографии без решения проблем языка, традиционного и культурного воспитания. Что бы вы ни говорили, мы просто можем увеличиться количественно, но это будет ассимиляционный придаток к другому этносу. И если мы хотим сохраниться как этнос, мы должны решить проблемы в связке. Они решаемые. Надо создавать один центр. И последнее. Когда мы говорим о том, что традиционное абхазское село способно возродиться, оно возможно возродиться, но тогда уже абхазов не будет. Вы, историки, лучше меня знают, да, кто современную идею грузинского национального самосознания зародил, Церетели и ему подобные, конец 19-го, начало 20 века. Кем было реализовано, в советское время реализована была система образования Грузии. Мы давно пришли к моменту, когда нам кардинально надо менять систему образования, и вот там, нету этого села, там закладывать детям важность родного языка, там закладывать им понятие того, что мы вымирающий этнос, и нам надо вот этим маленьким мальчикам и девочкам, а на таком возрасте записывается все на подкорку. Расти с сознанием, что они должны вступить в брак вовремя и родить хотя бы 3 детей. Вот это все мы можем и должны сделать в ближайшее время. Приходит Крыжановский, ученый, с группой инженеров. Крыжановский и те, которые его сопровождали, не были большевиками и не разделяли советскую власть. Но они обратились к нему с предложением помочь им найти деньги для того, чтобы в России строить малые ГЭСы. Когда они ему объяснили, что такое электрификация, электрическая энергия, Ленин понял, это 18-й год, нищая и разрушенная Россия, нашел эти деньги, дал им. И не далее, через 1,5-2 года Ленин на съезде говорит, что такое социализм. Социализм – это электрификация всей страны плюс советская власть. Или же еще другой пример, очень характерный. Был такой знаменитый физиолог-академик Павлов. Он был ярый антибольшевик и антисоветчик. Ленин, понимая заслуги академика Павлова, его открытие, он ему выделяет персональную пенсию и персональную зарплату. После чего Павлов говорит о том, что нет такой страны, где науке уделяется такое внимание, как в России, в советской России. К чему весь этот сказ? Мы никогда эффективной политики государства не создадим вне научной базы, вне науки. Об этом свидетельствует и сегодняшний наш с вами разговор, об этом свидетельствуют все те круглые столы и другие мероприятия, которые мы в центре проводили. Пока мы не поймем роль науки в жизни государства, в жизни общества, мы будем вот так, значит, и волыниться и так далее, и придем, то есть к чему мы придем, уже хорошо это видно. Человек разумный
мыслящий не может не видеть, куда мы идем. Спасибо за внимание. Спасибо большое.